Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мужество, честность и чувство ответственности. МВД отмечает 102-ю годовщину со дня образования абхазской милиции. Еще одно ходатайство не удовлетворено. Продолжаются заседания по делу о тройном убийстве на набережной столицы в ноябре 2019 года. Национальный продукт сериала «Однажды в Абхазии» может быть продлен на второй сезон. МВД 10 ноября отмечает 102-ю годовщину со дня образования абхазской милиции. Торжественное собрание, посвященное Дню милиции, прошло в Абхазском драмтеатре. Ветеранов и действующих сотрудников поздравил министр внутренних дел Роберт Киут, а вице-президент Бадр Гунба зачитал обращение президента Аслана Бжани. В поздравлении главы государства, в частности, сказано: «В этот день мы отдаем дань памяти сотрудникам, сложившим свои головы в годы Отечественной войны народа Абхазии. Более 300 сотрудников МВД принимали участие в боевых действиях, из которых 41 погибли, защищая Родину. За проявленный героизм, мужество по защите Родины и безупречное исполнение своих служебных обязанностей 132 сотрудника удостоены высших государственных наград. Из них 25 героев Абхазии. Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе». Ранее руководство Министерства внутренних дел, ветераны и сотрудники милиции возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, установленным во дворе здания МВД. Далее состоялась церемония присвоения очередных специальных званий сотрудникам милиции, медалей за отличие в службе. Глава министерства Роберт Киут поздравил работников МВД и отметил важность работы правоохранительных органов. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам успехов, благополучия, крепкого здоровья, мира. Ваша нелегкая работа очень нужна нашему народу, нашей стране. Сегодня вы исполняете самое главное, что необходимо для всех нас. Обеспечиваете правопорядок и безопасность наших граждан. От каждого из вас зависит судьба нашего народа и нашей страны. И в это нелегкое время, на самом деле, вы выполняете свои обязанности с честью и достоинством. С чем хочу вас и поздравить. Сегодня официально, так скажем, 102-я годовщина со дня образования абхазской милиции. Абхазская милиция всегда стояла на рубеже, в первых рядах. И сегодня также остается. Еще до снухала губсыкала, я хотямш, шнухазать, фиаднухалазать, арямш бзе, а губзира шуваз, агвам шувает, шизжовус, кузищук манчала хансфикайцат. В честь очередной годовщины образования абхазской милиции состоялась церемония возложения в парке боевой славы. Спикер Народного собрания парламента Лаш Ашуба поздравил с профессиональным праздником министра внутренних дел Роберта Киута, а также всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Республики Абхазия. В поздравлении, в частности, говорится: за годы существования абхазской милиции разные поколения ее сотрудников заложили основы обеспечения установленных законами норм и в дальнейшем развили и упрочили их. Мужество, честность, чувство ответственности и доверие людей давали сотрудникам милиции возможность решать сложные задачи, стоявшие в разные периоды нашей истории. Опыт и традиции ветеранов передаются молодежи, сегодня пополняющей ряды органов внутренних дел Республики Абхазия. Президент Аслан Бжани подписал указ о присвоении ряду сотрудников органов внутренних дел звания полковник милиции. Специальное звание полковник милиции присвоено начальнику управления внутренних дел по Агагарскому району Денису Айба, начальнику отдела внутренних дел по Ткварчальскому району Арсену Биджеву, заместителю начальника управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия Риналду Чолария.
Роберт Киут встретился с заместителем директора Росгвардии Олегом Плохим. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Также подтверждены ранее достигнутые договоренности в области подготовки кадров, лицензионной разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества. Как сообщает пресс-служба МВД, Олег Плохой в сопровождении заместителя министра внутренних дел Абхазии Руслана Ажиба, Беслана Чкаду и Рашид Цвижба посетил СОБР МВД Республики Абхазия. Товарищ генерал, личный состав специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел по случаю празднования Дня образования милиции построен. Командир СОБРа подполковник Чачхали. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем милиции. Ура! 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 В рамках празднования Дня милиции в Абхазию прибыл статс-секретарь, заместитель директора Росгвардии, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой. 10 ноября Олег Плохой в сопровождении первого заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-майора милиции Руслана Ажиба, заместителей министра полковника Беслана Чкаду и полковника Рашид Цвижба посетил СОБР МВД Республики Абхазия. О работе специального подразделения доложил командир специального отряда быстрого реагирования подполковник милиции Дадын Чачхали. Подполковник Чачхали рассказал об организации боевой подготовки в подразделении, работе культурно-досугового центра для личного состава СОБР. Заместитель министра внутренних дел Рашид Цвижба, курирующий работу данного подразделения, отметил, что личный состав СОБР не только охраняет общественный порядок и активно участвует в борьбе с преступностью, но и выполняет важнейшие задачи по поддержанию правопорядка на территории Республики Абхазия. Статс-секретарь, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой осведомился об имеющемся на вооружении спецотряда оружии и обмундировании, пообещав оказать содействие в данном вопросе. Генерал-полковник Плохой поздравил личный состав СОБР с профессиональным праздником Днем милиции, пожелав бойцам здоровья и благополучия. В завершении встречи руководству и личному составу были вручены памятные подарки от Росгвардии. Информация о нахождении вооруженной группы вблизи Азанты не подтверждена. СГБ Абхазии совместно с Министерством обороны, ГСУ и МВД осуществили комплекс мероприятий, направленных на перепроверку оперативной информации о возможном нахождении вблизи населенного пункта Азанта Гулрыбского района вооруженной группы лиц, сообщает пресс-служба СГБ. В сообщении отмечается, что, в частности, была осуществлена блокировка путей выхода на объекты критической инфраструктуры, общее усиление мер безопасности, а также разведка на местности. По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения. Еще одно ходатайство не удовлетворено. Адвокат Марина Таня ходатайствовала об исключении из перечня доказательств 3 документов, имеющих отношение к видеозаписи разговора подсудимого Демура Халая с исполняющим тогда обязанности председателя СГБ Робертом Киут. Суд не усмотрел оснований и в удовлетворении отказал. Продолжается заседание по делу о тройном убийстве на набережной столицы в ноябре 2019 года. Подробнее Надежда Боровикова. В ходе очередного заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной адвокат Марина Таня выступила с ходатайством о признании недопустимыми доказательствами протокола осмотра DVD-диска, а также справки и постановления о приобщении к материалам дела данного диска в качестве вещественного доказательства. Речь о видеозаписи опроса обвиняемого Демура Халая бывшим исполняющим обязанности председателя СГБ Робертом Киут. Статья 6 Закона об оперативно-розыскной деятельности содержит исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, в котором не предусмотрено такое оперативно-розыскное мероприятие, как аудио-видеоконтроль лица. В статье 186.2 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено следственное действие аудио-видеоконтроль лица. Таким образом, постановление суда Гальского района от 1 декабря 2020 года является незаконным, поскольку аудио-видеоконтроль лица является следственным действием, а не оперативно-розыскным мероприятием, и порядок получения судебного решения регламентируется уголовно-процессуальным законом, а не законом ОБРД, то есть об оперативно-розыскной деятельности.
В этой связи следует считать, что действия по спору доказательства осуществлялись фактически без решения суда. Представители защиты и подсудимые поддержали ходатайство. Почему служба безопасности, кто им поручил, если это было необходимо, все-таки должен был эти вопросы решать следователь, обращаться и в суд, и туда, и во все инстанции. Откуда оно появилось, потом Гальский суд, просто не могу дать даже... Вы дадите для чего это сделано и почему об этом следователь не знает. Суд объявил перерыв, чтобы предоставить время на подготовку возражений. Спустя 1,5 часа прокуроры и адвокат потерпевших выступили против удовлетворения. Доводы защиты несостоятельны ввиду того, что в закон Республики Абхазия номер 266-С от 18 июня 1996 года об оперативно-розыскной деятельности в Республике Абхазия были внесены изменения 15 июня 2015 года. В частности, пунктом 15 дополнена часть 2 статьи 6, предусматривающая еще один вид оперативно-розыскного мероприятия – аудио-видеоконтроль лица и места. В статье 8 указанного закона предусмотрено требование о проведении данного вида оперативно-розыскного мероприятия аудио-видеоконтроля лица и места только на основании судебного решения. Касаемо постановления о том, что СГБ действовало самостоятельно, вне в рамках следования, это тоже не соответствует действительности. В первом томе имеется постановление следователя Эни, которым были поручены оперативно-розыскные мероприятия службы госбезопасности. И в 20-м томе в рамках исполнения этого постановления имеется переписка между ВРИО начальника СГБ и следователем, где ВРИО начальника СГБ дважды просит разрешения на основании заявления, поступившего от Ахалая, для проведения данного оперативного розыскного мероприятия, как контроль аудио-видеозаписи. Судебное решение было дано 1 декабря 2020 года, согласно которому оперативно-розыскное мероприятие аудио-видеоконтроля Халая Димура Ревазовича должен был проведен в течение 30 суток, что и было сделано. Согласно материалам уголовного дела, запрашиваемого УРЭМ проведено 2 декабря 2020 года, то есть в установленные сроки. Территориальная подсудность обращения оперативных сотрудников за судебными решениями на производство оперативно-розыскных мероприятий не определена законом и запрета или какого-либо ограничения не содержит. Совещаясь на месте, суд определил в удовлетворении отказать. Результаты оперативно-розыскного мероприятия, аудио-видеоконтроль, в том числе и справка меморандум в отношении Халая Демура Ревазовича, получены с соблюдением требований закона Республики Абхазия об оперативно-розыскной деятельности в Республике Абхазия и признаются судом в качестве доказательств. На этом заседание было отложено. Следующее назначено на 14 ноября. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткварчалской больницы Илоны Богатели. Жалобу подала администрация больницы. Она просит отменить постановление Кассационной коллегии Верховного суда о восстановлении Богатели в должности. На заседании 10 ноября было удовлетворено ходатайство адвокатов, представляющих интересы ЦРБ об отводе судьи, которая приходится родственницей одному из них. Следующее слушание с новым составом суда пройдет 1 декабря. В поселках Ячрипш и Цандрипш второй день отключают свет с 10 до 17:00. Причина неудобств – расчистка высоковольтной трассы, которую проводит Черноморэнерго. Как сообщил спутник, начальник гагарского филиала предприятия Бесланайба, работы продолжаются и когда завершатся, пока неизвестно. Более 3 миллионов 700 тысяч рублей выделено на капитальный ремонт санузлов в Республиканской психиатрической больнице. Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил работу медучреждения. Главврач больницы Ирина Анова проинформировала министра, что пациенты в полном объеме получают медикаментозное лечение и необходимое питание. Эдуард Будба проверил, в каких условиях пребывают больные, и осмотрел здание медучреждения. COVID-19 в Абхазии выходит на тот же уровень, что и грипп, сказала в интервью радио «Спутник» главный санврач Алла Беляева. По ее словам, заболеваемость коронавирусом в республике есть, однако оно переносится легче и поэтому воспринимается как сезонная инфекция. Министерство культуры создало комиссию по организации похорон заслуженного деятеля искусства Абхазии, дирижера, знатока абхазского народного творчества, кавалера ордена Айдзапша третьей степени, ученого, фольклориста, музыканта, хормейстера, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ивана Сафаровича Шамба.
Возглавляет комиссию, исполняющую обязанности министра культуры Динара Смыр. Прощальная церемония с Иваном Шамбо будет проходить 11 ноября в Доме учителя по адресу проспекта Яйра, 39. Траурный митинг состоится в 13:00. Телерадиокомпания «Звезда Кубани» при содействии атамана кубанского казачьего войска, казачьего генерала Власова в рамках телепроекта «Герой нашего времени» изготовила фильм о герое Абхазии атамане Анатолии Сидоренко. 10 ноября 1993 года в Сухуми он совершил подвиг, накрыв собой гранату, брошенную в толпу террористам, чем спас десятки мирных жителей. Героями не рождаются. Решиться на подвиг способен далеко не каждый. Но есть на Кубани мужчины, сыновья, отцы, казаки, кто, не задумываясь, отдаст свою жизнь за других. Анатолий Анисимович Сидоренко, кубанский казак, подполковник, атаман, человек, для которого честь и достоинство были превыше всего. Его уважали товарищи за стойкость духа, за твердость характера и жизненные принципы, которым Анатолий Анисимович никогда не изменял. Он родился в поселке Калинино города Краснодара 10 июля 1940 года в многодетной казачьей семье. Он прошел не слишком длинный, но очень светлый путь. Боевой офицер Анатолий Сидоренко в числе первых возрождал казачество на Кубани. В то время атаману было стать непросто, но Сидоренко пользовался заслуженным авторитетом, не терпящий вранья и душевной гнили. Он предъявлял требования к другим такие же, как к себе. Вскоре его избрали атаманом Тахтамукайского казачьего общества Республики Адыгея. Когда вспыхнула война в Абхазии, Анатолий Сидоренко в числе первых отправился в огненное пекло. Множественный народ, который живет на землях Абхазии, будет свободным. 10 ноября 1993 года подполковник МВД Абхазии, войсковой старшина Всекубанского казачьего войска Анатолий Сидоренко во время разоружения хулигана накрыл своим телом гранату, приняв взрыв и осколки на себя, чем спас жизни десятков находившихся рядом людей. Фильм о герое Абхазии атамане Анатолии Сидоренко смотрите в нашем вечернем эфире. Завершился первый этап реставрации на Копийской крепости на Иверской горе. Восстанавливать главный вход и стену, примыкающую к первой боевой башне, начали еще в прошлом году и потратили на это около 8 миллионов рублей из бюджета заповедника. По словам директора Новоафонского историко-культурного заповедника Анакопе Алхаса Аргун, найти реставраторов оказалось непросто. В итоге выполнила сложную задачу компания из Ингушетии. В этом году планируют начать второй этап, отреставрируют воротную башню, внешние и внутренние фасады. На Абаза ТВ продолжается новый проект под названием «100 фильмов советской классики». Еженедельно по выходным дням на канале Абаза ТВ из серии советской классики будут транслироваться художественные фильмы. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникаций «Мир. Мост. Абхазия». «Калина красная» – последняя режиссерская работа Василия Макаровича Шукшина, где он же сыграл главную роль. С момента выхода фильма прошло почти полвека. Почему это кино все еще актуально и нужно смотреть, расскажет Элеонора Гилаян. Считается, что это был самый успешный фильм Василия Шукшина. Выход на экраны картины «Калина красная» утвердил Шукшина как истинно народного классика. Итак, вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке Горя выходит на свободу, отсидев срок. После колонии он решает отправиться в деревню Ясная к Любе Байкаловой, с которой переписывался, отбывая наказание. Но жизнь деревни рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с прошлым. Ведь теперь у него есть друзья, работа, он любит Любу. Но есть нюансы. «Калина красная» – повесть Василия Шукшина, опубликованная в начале 70-х. В это же время на Мосфильме был назначен новый директор Николай Сизов, который, недолго думая, предложил режиссеру
режиссеру экранизировать его же повесть в экспериментальном объединении Павла Чухрая. Шукшин идеей загорелся. Начались обсуждения сценария. Возникли первые трудности. Чухрай предлагал изменить биографию главного героя, чтобы преступник не становился положительным персонажем. Споры и обсуждения длились полгода. Устав от постоянных требований, доработок и переработок сюжета, Шукшин обратился в первое экспериментальное объединение Сергея Бондарчука, и уже через месяц картина была запущена в работу. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу. Интересно, что название «Калина красная» и у повести, и у фильма появилось благодаря жене писателя Лидии Федосеевой-Шукшиной. Именно эту песню пела Лидия Николаевна в день ее знакомства с Шукшиным. Кстати, актерский состав в фильме фактически был известен и без проб. Роли в картине должны были исполнить сам Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина и Иван Рыжов, которого в свое время называли ходячим анекдотом за потрясающий характер и искрометный юмор. Также работать на картине Василий Шукшин предложил Георгию Буркову и Алексею Ванину. Актрису пришлось искать только на одну роль – Люсьен. Изначально Шукшин хотел предложить эту роль Людмиле Гурченко, но кто-то из съемочной группы посоветовал молодую актрису Татьяну Гаврилову. Неожиданно она очень понравилась режиссеру, и первые съемки с ее участием были удачными. Какой минуты ждала моя многострадальная душа? Подожди, Егорушка, подожди! Я успокою твою душу! И сама успокоюсь! Я прижму ее к сердцу! Голубка устала! Смотри, не клюнула бы эта голубка, а то клюнет. Какие злые люди, Егорушка! Какие люди! Помимо профессиональных актеров в фильме задействованы жители села, в котором проходили съемки. Так появилась документальная хроника с рассказом о жизни Ефимии Быстровой, которая сыграла мать Егора Куделиху. Она не играла, она просто рассказывала свою жизнь, и эта жизнь невероятно совпадала со сценарием. Надо сказать, что, готовясь к съемкам, Шукшин просмотрел огромное количество архивных киноматериалов, среди которых и обнаружил кинохронику МВД, на которой заключенные исполняли песни на стихи Есенина. Этот музыкальный номер так понравился режиссеру, что он нашел песням место в своей картине. К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада. Ты одна мне несказанный свет. География съемок была чрезвычайно широка. Основной материал снимался в городе Белозерске Вологодской области и в его окрестностях, где есть две паромные переправы через реку Шексну. Часть съемок фильма проходила в деревне Садовая той же Вологодской области. Из 10 домов деревни половина были задействованы в съемках. А для одной из ключевых сцен специально было построено здание чайной. Фильм вышел на экраны в 1974 году и практически сразу стал лидером проката. «Калина красная» стала обладателем приза польских кинокритиков «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм в польском прокате. Сам Шукшин умер буквально через полгода после премьеры. Люди, приходившие с ним проститься, шли с ветками красной калины в руках. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. Смотрите фильм «Калина красная» в эфире Абаза ТВ в субботу, 11 ноября. В нашем воскресном эфире вы можете посмотреть картину Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Проект «Школа фермера» продолжает новый сезон на Абаза ТВ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация в рамках проекта совместной программы ЕС ООН по развитию сельских районов Абхазии представляет второй выпуск повышения осведомленности о безопасном использовании пестицидов. Добрый день, дорогие фермеры! Мы находимся на нашем демонстрационном участке, где произрастают такие овощные культуры, как капуста белокочанная и брокколи. Как вы видите, растения в очень хорошем состоянии, но чтобы был такой результат, нам необходимо применять на каком-то этапе пестициды, о чем я вам и расскажу, о значении пестицидов в сельском хозяйстве.
Пестициды – это средства, которые помогают нам бороться с вредными организмами. Это болезни растений, вредители растений, сорная растительность. Пестициды, они бывают не только химические, также и биологические, но, как мы видим, в большинстве своем основную долю, конечно, используемых пестицидов занимают именно химические инсектициды, акарициды и тому подобное. Я хотел бы сделать акцент на том, что применение химических препаратов, пестицидов, оно очень отрицательно влияет как на здоровье человека, так и на окружающую среду. С другой стороны, мы должны быть благодарны тому, что появились такие средства, которые нам помогают бороться с негативным воздействием на наши растения, и тем самым мы можем получить урожай. Второй выпуск нового сезона «Школы фермера» смотрите в сегодняшнем эфире. Кроме того, в нашем вечернем эфире смотрите видеоверсию концерта в Абхазском драматическом театре, посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, организатором которого выступило Управление образования администрации города Сухум. Сериал «Однажды в Абхазии» может быть продлен на второй сезон. Такую возможность сейчас обсуждают авторы с представителями онлайн-кинотеатра «Старт». Высокий рейтинг первого сезона и положительные отзывы зрителей дают основания полагать, что второй сезон состоится. Подробнее Надежда Боровикова. Две заключительные серии «Однажды в Абхазии» выйдут на экраны на следующей неделе. Но уже сейчас можно сказать, что первый абхазский сериал пользуется успехом. На канале онлайн-кинотеатра «Старт» в Ютубе у первой серии 785 тысяч просмотров. Представители «Старт» тоже довольны показателями. Ну, на «Старте» говорят, что все очень хорошо идет. У них по просмотрам, говорят, очень многие смотрят. У нас нет данных по «Старту» именно. И мы ориентируемся только по Ютубу. И в Ютубе тоже достаточно много просмотров. Они выкладывают первую серию в Ютубе в общем доступе, а остальные серии все на «Старте» и на платформах, которые являются партнерами «Старта», где находится библиотека «Старта». Это ОКО, Винг, несколько там площадок. Поэтому то, что показаны другие серии в Ютубе, это уже, естественно, пиратские просто версии. За плечами режиссера Теймура Заквиквискири масштабные театрализованные постановки, съемки короткометражных фильмов и «Спасибо деду за победу» – полнометражная картина, которая подарила большой опыт. «Однажды в Абхазии» – это первый сериал режиссера, и одно из основных отличий – это скорость работы. Никто тебе не даст сидеть и добивать сцену, 12 дублей делать, чтобы прям вот получилось так, как ты этого хочешь. И это чуть-чуть, конечно, на первых порах раздражало. Ну, чтобы было понятно, объясню для тех, кто не посвящен. Грубо говоря, один полный метр снимается от 20 до 2 месяцев, бывает, 30, 40, 50 дней. А здесь получилось, что мы за 51 и за 52 дня сняли 7 часов. Это очень даже серьезный такой показатель, учитывая, что мы переезжали, а ребята написали такое кино. Прям это эпопея такая целая, это не просто где-то там маленький ситкомчик, который происходит в 2-3 локациях, а тут масштабные действия внутри большой республики. Хотя она маленькая, но тем не менее переезжать нам нужно, это расстояние. Поэтому приходилось делать все очень быстро. «Однажды в Абхазии» практически полностью национальный продукт. Авторы сценария, съемочная группа, актеры, за небольшим исключением все жители Абхазии. Наряду с профессиональными актерами в фильме задействованы люди, не имевшие опыта киносъемок. У нас изначально задача была, мы сами ее поставили себе, как можно по максимуму привлечь наших местных актеров. И очень много мы привлекли не актеров, людей, которые вообще первый раз играли. У нас очень талантливая нация на самом деле. Любого жителя Абхазии взять, вложить в него определенное время и усилия, то человек может выдать очень много хорошего, красивого, потому что внутренне все творчески развиты. Это, наверное, связано все-таки с нашей природой. То, что касается «не ожидали» и «поразили», это те, которые вообще к кинематографу, кино или к чему-то, все, что связано с камерой, телевидением, вообще никакого отношения не имели. Вот эти люди, конечно, поразили. Поразили прежде всего своей уверенностью. В хорошем смысле наглостью поведения внутри кадра.
ни секунды не тушевавшись, просто выходили и говорили то, что было в них написано, и это было очень естественно. И я вот, конечно, поражался именно вот прежде всего этому. Там даже если какие-то там миллиметры недоиграны, какие-то сантиметры или там какие-то совсем маленькие штучки ты прощаешь, потому что человек очень настоящий, очень естественно ведет себя внутри кадра. Еще одна особенность сериала, которая нравится именно абхазскому зрителю – новый взгляд на знакомые локации. Это заслуга сработанного тандема режиссера Теймураза Квиквискири и оператора-постановщика Джану Цурцумя, а также Теймураза Таня, который выступил в рамках проекта еще и менеджером по локациям. Мы подбирали красивые локации. И не просто красивые. Красивых локаций гораздо больше, чем мы нашли. Вопрос в том, насколько красиво они смотрятся внутри камеры. Насколько они подходят визуально именно этому фильму. Потому что есть другие красивые места, но они не с этой историей. Это тоже очень важно. Все же должно работать на историю, на персонажа, на героя. И в этом, по сути, есть, вот это и есть драматургия. Поэтому вы уж извините, если мы вас резко перемещаем с драмтеатра куда-нибудь в другую часть города, может, даже и Абхазии. Ну, что делать? Придется вам принимать такие правила игры, да. Герои сериала настолько знакомы абхазскому зрителю, что многие пытаются угадать в них реальные прототипы. Авторы не устают повторять, что все персонажи вымышлены, и вместе с тем радуются. Если герои правдоподобны, значит, работа сделана хорошо. У нас реально были казусы, многие, мы с ними справлялись по ходу съемок, но и после съемок тоже оказались казусы. Вот, допустим, все фамилии персонажей наших, они выдуманы. Там Трацба, Дранба, Ардия, Чачаба. Вот эта фамилия Чачаба, на ней бы я хотел бы остановиться. Она созвучна очень с нашей уважаемой очень фамилией Чачаба, там, наши братья. И вот наши братья тоже сказали, что случилось, именно наша фамилия должна была попасть. И вот мы сейчас меняем под эту фамилию, да. Мы хотели ее поменять на Чачанба, а потом подумали, что и с Чанба она созвучная. И, в общем, долго думали и решили вообще сделать Чандаба, чтобы уже окончательно никуда не попадать. Мы переозвучиваем, да, пересылаем, перезаливаем, обновляем. Ну, большой, да, достаточно, но это еще и по документации надо тоже все переоформить. И по сценарию, по диалоговым листам. Ну, процесс долгий тоже, да, не так это легко, но что-то как-то, вот видишь, мы пытались этого избежать, но все равно не до конца это у нас получилось. Чем закончилась история простого спасателя, замахнувшегося на пост президента страны, зритель пока не знает, но в воздухе уже витает вопрос, будет ли второй сезон. Теймураз Таня подтверждает, что с большой долей вероятности онлайн-кинотеатр «Старт» поддержит производство еще 8 серий. Да, мы уже говорим по поводу второго сезона. Моим партнерам работа очень нравится. И уже идут переговоры у нас по поводу второго сезона. В принципе, мы уже начали писать авторским составом второй сезон. Уже вот с режиссером тоже обсуждаем, какие дальнейшие там локации, планы, ракурсы, как куда вести, что не хватало. У нас проводим работу над ошибками по первому сезону. Вот. И, в общем, я думаю, к осени следующего года, к началу осени следующего года мы приступим, наверное, уже к съемочному процессу. Основные герои, которые уже полюбились, никто их убивать не будет, как в «Играх престолов». Да, «Престола», когда главных героев в каждой серии по одному убивает, и казалось, что дальше. Нет, мы их, скорее всего, авторы этого сериала перенесут их с первого во второй сезон. Может, кого-то и не перенесут. Это мы уже не будем спойлерить, да, посмотрим. Сериал «Однажды в Абхазии» приобрел поклонников далеко за пределами республики. В комментариях в Ютубе зрители признаются в любви к Абхазии и ее жителям, хвалят сценарий и юмор, передают привет из разных городов России и республик Кавказа. Многие вспоминают времена КВН и радуются возвращению нартов из Абхазии на большой экран. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Церемония награждения участников 19-го международного анималистического конкурса пленэра для детей и педагогов-художников России и Абхазии прошла в Доме Москвы в Сухуми. В этом году в конкурсе в Абхазии приняли участие более сотни детей и педагогов из разных регионов России, Москвы, Московской и Саратовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана и Хакасии, а также Абхазии. В завершении выпуска прогноз погоды.
выходные дни 11 и 12 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность. С полудня ближе к вечеру дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен дождь с градом. В горах снег, атмосферное давление пониженное, нестабильный, ветер умеренный. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20. Температура морской воды 18 градусов. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.